Наш эфир продолжит программа «Актуальное интервью». В студии Иван Лазаренко. Здравствуйте. В республике в последние годы наблюдается постоянный рост преступлений, связанных с дистанционным хищением денежных средств с банковских карт и счетов граждан. Меняется и структура преступности. Данный вид преступлений занимает уже более 40% от общего количества всех преступлений. Мошенниками постоянно совершенствуются и способы, и механизмы обмана потерпевших. О том, какие способы хищений применяются мошенниками, как от них уберечься и какие меры предпринять жертвам злоумышленников, мы поговорим с начальником управления прокуратуры республики по надзору за уголовно-процессуальной и оперативно-розыскной деятельностью, старшим советником юстиции Иваном Сергеевым. Иван Анатольевич, я вас приветствую. Здравствуйте. Добрый день. Ну, давайте, наверное, начнем со статистики. Сколько преступлений, связанных с дистанционными хищениями, совершается у нас в республике? Да, действительно, количество дистанционных преступлений, к сожалению, из года в год у нас увеличивается. Так, по итогам уже 5 месяцев у нас зарегистрировано 1200 преступлений. В прошлом году их было 855, то есть рост составил 42%. Ну и, соответственно, удельный вес, как вы уже сказали, он занимает уже значительное место в общем удельной массе преступлений. Если брать по конкретным городам и районам, у нас ситуация следующая. В Якутске рост на 47% преступлений, это значит, было 500, стало 737. Также у нас рост отмечается в городе Мирном, в Алданском районе, Вильюйском, Мегино-Кангаласском. Также рост зафиксирован в Хангаласском, Намском, Сунтарском, Чурапчинском, Тампонском, Нижнеколымском и Верхнеколымском районах. Но рост, прежде всего, связан с постепенным переходом населения, все большего количества населения на безналичные расчеты, выпусками начисления заработных плат. У нас все идет через электронный оборот, пенсий, пособий. Появилось очень много количества интернет-магазинов. Но прежде всего, конечно, они были призваны обеспечить удобность вот этих всех процессов на рынке. Но видите, как люди пользуются этим моментом и, соответственно, совершают преступления. Раскрываемость этих преступлений у нас невысокая, всего порядка 35%, что связано со спецификой самих преступлений. Преступник чаще всего использует так называемую IP-телефонию. К сожалению, конечно, раскрываться такого рода преступления, но тем не менее имеются определенные сложности. И самым эффективным методами борьбы с данным образом преступным проявлением мы все-таки считаем профилактику, чтобы наши граждане прежде всего знали, как совершаться преступления и как уберечься от них. Ну и вместе с тем на уровне республики нами, правоохранительными структурами и прокуратурой принимаются определенные меры. Так, по итогам координационного совещания, проведенного в апреле месяце, было принято создание оперативных штабов в муниципальных районах, где больше всего подвержены этим преступлениям. Оперативные штабы наподобие, которые были образованы по ковид-болезням. То есть при главе собирается оперативный штаб и, соответственно, принимается решение, то есть подключается и муниципалитет, и привлекается общественность. Примерно вот так. Вот как раз-таки говоря о том, как совершаются эти преступления, какие основные способы все-таки хищений мошенники применяют на практике? Ну, способов достаточно много, но отведенное эфирное время я постараюсь вам рассказать именно про те способы, которые наиболее распространены у нас в республике. Это первое. Мошенник размещает на сайтах объявления, это у нас Авито, Дром, Юла, Циан, Доска, Якота, информация про продажи какого-либо товара, сдачи в аренду жилых помещений или оказание тех или иных услуг, за которые в последующем получают предоплату и потом исчезают, тем самым похищая деньги. Далее, на тех же интернет-площадках Авито, Юла, вот, которые я вам сказал, мошенник звонит по объявлению потерпевшему. Это уже кто разместил туда, чтобы продать какую-то вещь, автомашину или что-то подобное, и говорит, что готов внести задаток и просит продиктовать контрольные данные по банковской карте. И, соответственно, некоторые граждане наши, веря, что человек купит у них определенный товар или совершит какую-то услугу, сообщают им поступившие свои коды и последующим тоже похищаются денежные средства. Либо такие способы, если они посложнее, мошенники взламывают страницы социальных сетей граждан. То есть это может быть ВКонтакте, Одноклассники, Друг вокруг и другие. И оттуда уже пишут, они видят же контакты оттуда, и оттуда пишут всем друзьям из списка сообщений мошеннического характера с просьбой занять денежные средства под различными предлогами. Типа заболел родственник, не хватает денег на срочную покупку, помогите
и так далее. И, соответственно, ну, видит сообщение человек, вдруг обращается за помощью и, соответственно, не переспрашивая, не перезванивая, начинает переводить деньги. Либо это старый избитый способ, но тем не менее некоторые граждане до сих пор попадаются на уловку. То есть мошенник под предлогом помощи родственнику предлагает помощь попавшему в беду, якобы. Звонит, представляется кем-либо из сотрудников правоохранительных органов, либо человеком, который может решить эти проблемы. Особенно они, злоумышленники, пользуются тем, что звонят более близким родственникам и говорят, что ваш сын, ваш брат, сестра попали в беду, и, соответственно, они могут за определенную уплату решить этот вопрос. Также у нас в последнее время очень распространен такой метод. То есть мошенник, используя IP-телефонию, которую очень трудно отследить, откуда был звонок, звонит потенциальной жертве и сообщает, что по его банковской карте проводятся определенные какие-то операции. Например, звонит, говорит, спрашивает, вы полчаса назад переводили деньги там, в сумме 2-3 тысяч? Естественно, тот, кто не переводил, говорит, нет. Соответственно, он говорит, что, скорее всего, сейчас произойдет несанкционированное списание ваших денежных средств, и тут же говорит, что ваши деньги мы должны перекинуть в безопасную ячейку. И, соответственно, человек, гражданин, ведется на такую уловку, и, соответственно, он переводит, пересказывает, и, соответственно, деньги все списываются, и, соответственно, происходит списание вот этих денежных средств. Несмотря на то, что неоднократно из всех СМИ идут призывы быть бдительнее, все-таки, к сожалению, да, граждане попадаются на уловки все чаще и чаще, как вы говорите. И давайте все-таки еще раз нашим телезрителям озвучим рекомендации, какие рекомендации существуют, чтобы уберечься от таких преступлений и не стать, к сожалению, жертвой. Ну, я перечислю несколько рекомендаций. В случае утраты сотового телефона или сим-карты, а также в случае, когда вы решили сменить номер телефона, необходимо уведомить об этом свой банк. Ну, соответственно, если телефон был привязан к этому счету, путем подачи письменного заявления, чтобы отвязать услугу мобильный банк от старого номера. Это в первую очередь, что надо сделать. При поступлении на ваш мобильный телефон разного рода рассылок необходимо быть бдительным и не отвечать на подобные сообщения. То есть по рассылкам не надо туда входить, на рассылки, потому что когда рассылка идет, особенно на андроиды, туда входите, и, соответственно, вредоносная программа попадает в ваш телефон, и происходит списание средств. Ни в коем случае не переходить по ссылкам. И потом надо помнить всегда, что сотрудники банков никогда не запрашивают у своих клиентов информацию о реквизитах карты, пин-кодах и секретных одноразовых паролях. Банковским работникам это ни к чему. То есть, соответственно, надо понимать, что если к вам обратились с этой просьбой, соответственно, вам звонят мошенники. И надо учесть, что вам, когда звонят мошенники, они в большинстве своем люди подготовлены, с хорошей дикцией, поставленным голосом, приятным голосом, и, соответственно, они обладают соответствующей психологической подготовкой. То есть вы сами не поймете, как вы уже в их руках окажетесь, образно говоря. Соответственно, не следует совершать покупки в непроверенных интернет-магазинах. Нередко такие магазины привлекают покупателя низкой ценой. Вот на это многие попадаются. Качественное оформление сайта. Прежде чем совершать покупки, надо поискать в интернете отзывы на этот, соответственно, магазин и по нему пройтись, и, соответственно, как можно узнать о таких магазинах больше. Ну, соответственно, как бы еще, может быть, не стоит вообще поднимать телефоны с незнакомых номеров. Кто чаще всего становится жертвой таких вот телефонных дистанционных преступников? Ну, по данным МВД Республики, у нас жертвами данных преступлений становятся граждане от 18 до 29 лет, это 18%. От 30 до 49 лет, это самая работающая, мыслящая, прогрессивная часть нашего общества, 52%. К сожалению, вот так вот. От 50 до 59 лет 20%. От 60 и старше 10%. Почему попадают больше всего люди работающие и вот люди в расцвете сил? Потому что срабатывает такой момент, когда человек считает, что он умнее всех, и он не попадется. И вот это играет с людьми вот такую роль. Также по социальному статусу потерпевшие подразделяются. Работающие это по найму это 43%, без постоянного источника дохода это 23%, пенсионеры 10%, государственные муниципальные служащие 10%, учащиеся в образовательных учреждениях 5% и индивидуальные предприниматели, такое тоже бывает 4%. Ну вот вы упомянули, что раскрываемость таких преступлений порядка 35%. Да. Что грозит все-таки преступнику, если его смогут найти, поймать и доказать его вину?
Эти действия у нас подпадают под кражу либо мошенничество, соответственно, статья 158 и 159 Уголовного кодекса Российской Федерации, то, соответственно, по мошенничеству наказание до 5 лет лишения свободы, а может, если по ущербу выше, то может быть и свыше, то по кражам это от 6 лет до 10 лет лишения свободы, соответственно. Но, тем не менее, если все-таки печальное событие состоялось, преступление совершилось успешно, что делать человеку, если он стал жертвой мошенника, какие меры предпринять в самую первую очередь? Немедленно заблокировать свою банковскую карту и обратиться в полицию немедленно. Также сразу же надо дойти до оператора сотовой связи, взять детализацию по исходящим и входящим звонкам, получить у своего банка выписку по движению денежных средств, потому что это в дальнейшем облегчит работу правоохранительных органов, в частности полиции, и, соответственно, будут иметься шансы на раскрытие и изобличение преступников. Но вот все новые и новые способы, которые преступники изобретают, в том числе являются, скажем так, и из-за того, что раскрываемость низкая. Но такой вопрос, есть ли какие-то проблемы в законодательстве именно, которые мешают с такими преступлениями эффективно бороться? Нет, в законодательстве как таковых проблем нету. Законодательство применимо к этим преступлениям, оно совершенствуется, вносятся изменения как в Уголовный кодекс, так и другие наши федеральные конституционные законы. Имеются больше, наверное, проблем организационного характера. Я почему сказал, что человек, сразу попав в такую, когда в отношении совершено такое преступление, должен обратиться к операторам сотовой связи и свой банк за выпиской. Потому что, чтобы органы полиции истребовать у операторов сотовой связи и банках, нужно иметь судебное разрешение, либо возбудить уголовное дело. В большинстве своем у нас в Якутске, например, в банке находятся только филиалы, надо обращаться в вот эти структуры, поэтому пока идет запрос, пока ответ на них идет, соответственно, идет время. Вот из-за таких моментов у нас возникают сложности. А в законодательном плане у нас проблем как таковых на сегодняшний день не имеется. Что ж, Иван Анатольевич, я благодарю вас за эту беседу. Спасибо, что ответили на наши вопросы. Всего вам самого доброго. Спасибо. Это была программа «Актуальное интервью» на том, какие способы хищений применяются мошенниками, как от них уберечься и какие меры предпринять жертвам злоумышленников. Мы говорили с начальником управления прокуратуры Республики по надзору за уголовно-процессуальной и оперативно-розыскной деятельностью, старшим советником юстиции Иваном Сергеевым. Берегите себя, не забывайте носить маски и соблюдать дистанцию в общественных местах. До встречи в эфире.